Меня зовут Вера, фамилия Пальчунова. Мы держим свою пасеку в Токтагульском районе. Занимаемся этим с молоду, потому что родители тоже занимались. Папа наш, можно сказать, знаменитый человек в республике. Он всю жизнь посвятил развитию пчеловодства. Он является заслуженным работником сельского хозяйства в развитии пчеловодства. 3 года назад он получил, в Кыргызстане. 3 года назад он получил медаль Данг за развитие пчеловодства в Киргизии. Вот. Ну, естественно, мы стараемся не позорить его имя, поддерживать статус, добывать только качественный мед, работать на совесть, чтобы нам было не стыдно за свой продукт. Получается, уже несколько поколений, да? Да, уже несколько поколений. И в семье мужа, и в моей семье, получается, и дедушки занимались медом, и родители занимались. И вот мы продолжаем это дело. Молодцы. Вообще, по поводу этой ярмарки хотел спросить. Он такой, самой цель ярмарки, участие ваше участие, вот что вы хотите передать людям, нашему Кыргызстану, что вы хотите этой ярмарке передать? Ну, кроме того, что там, что вот наследие оставляете. Да. Ну, мы вообще очень рады, что вот Минсельхоз организовал эту ярмарку, пригласил нас поучаствовать, потому что мы хотим именно приучить людей, научить людей находить качественный мед, настоящий мед, потому что очень много сейчас подделки на рынке. Здесь все пчеловоды с хорошими сортами меда. И чем больше люди будут сталкиваться с такими ярмарками, тем лучше начнут разбираться в меду. Вот. И вот цель, конечно, донести до людей здоровье, в общем-то, в виде нашей продукции. Вера, да? Да. Вера, от вас лайфхак. Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, как должен обычный обыватель, человек, который не разбирается в меде, как должен выбрать качественный мед? Смотрите, качественный мед отличить простым людям очень сложно. На самом деле это только в лабораторных условиях, как бы чаще, да. Но я всегда своим покупателям говорю, чем больше вы приходите на ярмарки, чем больше вы пробуете мед, вы начинаете понимать, вы начинаете чувствовать вкус, аромат, послевкусие. У каждого меда оно тоже разное. И чем больше человек употребляет мед, тем больше он понимает качество меда. Плюс еще, конечно же, такое правило: зимой, в зимнее время нужно стараться брать мед густой, в густом виде. Очень часто люди задают нам вопрос, почему на языке крупинка? Я пытаюсь, вы, наверное, сталкивались тоже, есть вот жидкий мед, да? Песок, да, а есть песочек, и все думают, что этот песок – это сахар. Нет, такое свойство имеет только настоящий мед. Я всегда хозяйкам объясняю, если вы дома сварите сахарный сироп для варенья, например, да, он у вас круглый год простоит жидкий, еще и прокиснет. У нас, к сожалению, очень много на рынке, да, Кыргызстана есть такой в бутылках прозрачный мед круглый год. Это не мед. Только у меда, да, это подделка. Только у меда есть свойство кристаллизации настоящего меда. Поэтому, когда человек чувствует крупинку на языке, он не должен этого бояться. Это настоящий мед. Вот. А лайфхак Веры. Да. Если крупинка, значит вы едите качественный, хороший мед. Да. Как называется ваша организация или хозяйство? Вообще у нас компания называется Мед Плюс. Мед Плюс. Да, Мед Плюс. Вот. А мед токтагульский, это бренд, это знаменитый бренд. Да. Не только в Кыргызстане, но и за пределами. Токтагульский мед, да? Да, можно найти вас. Да. Как вас вообще можно найти? В Инстаграме или еще? Да, у нас есть Инстаграм Мед Плюс KG. Вот, да. И у нас есть по городу магазинчики. Магазинчики да, есть, люди знают нас уже, да. Также называемся Мед Плюс. Мед Плюс, да? Да. Вера, пожелания, что вы хотите, и попрощайтесь. Да. Я хочу прежде всего пожелать народу Кыргызстана здоровья. Это самое главное. Вот. Сейчас в связи с тем, что мы кушаем не всегда качественные продукты,
люди очень часто задают нам вопрос, а почему вот у вас такой дорогой мед? Почему вот в этом году действительно мед подорожал? Почему мед такой дорогой? Ну, к сожалению, это связано и с ростом мировых цен, да, и засухой в этом году в Кыргызстане. Поэтому меда мало, но я хочу сказать людям, пусть это их не пугает. Эти деньги вы отдаете за свое здоровье, потому что мед во все века всегда приносил только пользу людям, только здоровье. Поэтому через нашу продукцию и вообще в целом желаю всем здоровья, ну и счастья нашему народу. Спасибо вам, что устроили такую ярмарку и дали возможность взять больше информации об этом сладком нектаре. Да. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Добрый вечер, зрители. Я Олейник Сергей Михайлович, пчеловод со стажем, уже около 40 лет занимаюсь пчеловодством, собираю мед. Как сказали, зовут вас? Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, у вас же тоже, да, дедушки тоже работали, да, этим, или только вы начали работать? Я уже начал Вы работать, начали, да. Вы любите это дело. Все. Расскажите, ваш мед с какого региона, и поскольку продаете, и про ярмарку вообще, в общем. Ну, мы ездим на Иссыкуль, Каркара, Иссыкульский район. Ездим сухой хребет, ну вот в основном Каркара вот так вот. Мед хороший, много цветов, ароматный, все. Вот ярмарка у нас сейчас проходит. Мы выставили свои лучшие меда. У нас зрители часто задают такой вопрос. А вот у меня болит желудок, у меня болит голова. Ну, вот многие мед покупают за его целебные свойства, да. целебные свойства. Вот какие вы могли бы дать рекомендации нашим зрителям? Но вот эти у нас горные меда, они очень хорошие, много цветов. До 40 цветов в горах вот минимум. Вот, допустим, иван-чай растет. Он для сердца, сердечная трава, сердечная трава. Она разжижает кровь, питает сердечную мышцу, нервы, успокаивает нервы. Это вот иван-чай. Чебрец, шалфей, простудные заболевания. Чай с медом уже хорошо от простуды. Шалфей, чебрец, они для печени, для почек хорошо. Чистят нервы, успокаивают печень, почки. Ну и другие, многие другие. Для желудка хорошо идет. Поэтому горный мед, горные цветы, они целебные, лечебные. Поэтому мы предлагаем эти меда, и для лечения они хорошо идут. Ну, к вам часто звонят, вы же продаете людям, правильно? Да, и вам продаем. Прежде чем покупать, люди вам задают вопросы. Я хочу вылечиться от такой-то болезни, и вы можете проконсультировать, да? Конечно, как да. правильно употреблять, как правильно, в каких дозах употреблять. Все Да, это да, вы можете дать информацию, да? Да, конечно. И вас могут найти на этой ярмарке до 8 числа. До 8 числа, да, на этой ярмарке мы будем стоять. С 9 до 7 вечера вас можно, с 9 до 7 вечера вас можно будет найти. Да, здесь, на этой ярмарке. До Сергей 8 Михайлович вам даст консультацию по своему меду и как, скажем, употреблять правильно мед в целебных целях, да? Да. Как называется ваше хозяйство, можно сказать? Ну, у меня свое хозяйство Свое, пчеловодное, просто частный пчеловод. Частный пчеловод, Частный да? пчеловод. Вот, например, скажем, вот как, такого названия нету, да? Нету У вас в названия. Инстаграме, вот сейчас как в современном странице. Инстаграм есть, да. Как называется Инстаграм? Ну, у меня жена там Ведет, да? его? ведет это. Вас только можно найти здесь на ярмарке. Здесь на ярмарке, да. В другом Вот, месте уважаемые как бы зрители, нет. приходите на ярмарку до 8 числа с 9 до 7 вечера. Сергей Михайлович здесь, вот у него ряд свой, вернее Свое место. свое место, да. Добро пожаловать. Хорошо. Все, до свидания. Приходите к нам на ярмарку. Будем рады вам самые лучшие сорта меда представить.